В 2006 году на территории старой части Уфы начались археологические раскопки. Событие само по себе знаменательное, ведь археологи, как правило, работают в поле, а не на виду у городской публики. И вскоре, как гром среди ясного неба, прозвучал их сенсационный вывод. Уфе не 400 с чем-то лет, а целых 1500 тысячелетия. В марте 2011 года президент Башкортостана Рустем Хамитов подписал распоряжение о создании музея-заповедника «Древняя Уфа». Открытия, сделанные при раскопках археологического памятника Уфа-2, сенсационные. Но они не газетная сенсация, вброшенная на потребу читателя для увеличения тиража газеты. Как Аркаим изменил взгляд науки на древность Южного Урала, так и Уфимское городище заставил нас в корне пересмотреть свои представления о средневековой истории Уфы. Выводы группы уфимских ученых, работавших на городище, вызвали много споров и даже критику со стороны некоторых их коллег. Но экспертное мнение ведущих российских археологов теперь ставит под сомнение непредвзятость их отношения к уфимской древности. Мы ведь не знаем, совершенно не знаем других городских памятников, которые начались в V веке. И главное, существовали непрерывно на одном месте в течение, по крайней мере, тысячелетия, 1,5 тысячелетия. Тут поздняя датировка, она будет уточняться, поскольку самые верхние слои, вы понимаете, самые потревоженные в современном живом городе. Но вот такое долгое существование города, это слово я произношу с полной ответственностью, оно, несомненно, совершенно переворачивает представление о развитии Южного Урала и вообще степной зоны, лесостепной зоны, да и лесной зоны. Вот на огромном российском евразийском пространстве, вот так можно сказать. Игорь Леонидович Кызласов, доктор исторических наук, заведующий группой средневековой археологии Евразийских степей Института археологии Российской академии наук. На самом деле, о том, что на месте современной Уфы некогда существовало древнее поселение или даже город, было известно давно. Поэтому нужно сразу отмести досужие разговоры о том, что тема возраста столицы Башкортостана была порождена соперничеством с Казанью, отметившей свое тысячелетие в 2005 году. Здесь нет никакого соперничества, соревнования с Казанью, ни в коем случае. И меня коробит вообще это отношение к раскопкам, к исследованиям. Есть факты. Это поселение начало существования этого поселения. Это середина 1-го тысячелетия, 5 век нашей эры. Еще в 1669 году царь Алексей Михайлович озаботился тем, что в Уфе русские люди из древних могильников выкапывают золотые и серебряные всякие вещи и посуды. Первооткрывателем городища Уфа-2 стал Петр Ищериков. Петр Федорович Ищериков, 1892-1961 годы жизни. Научный сотрудник Института истории, языка и литературы башкирского филиала Академии наук СССР. В 1957-1958 годах я при помощи Петра Федоровича Ищерикова в 2 местах, по ту сторону улицы Пушкина, по эту сторону улицы Пушкина, мы заложили раскоп. И раскопы показали, что вот эти находки, которые он собрал, располагаются на глубине 4 метров. Это небывалые случаи для археологии Южного Урала, Урала вообще, Уральского региона. Да. И территория целиком занята жилыми хозяйственными постройками, садовыми участками. И мы в ожидании будущего памятник включили в число памятников, охраняемых государством, и ждали удобного случая. В 2006 году по решению правительства Республики Башкортостан на территории частных домовладений, отданных под снос, были начаты раскопки, начало которых археолог Мажитов ждал долгих 50 лет. Именно ему принадлежит честь настоящего открытия древней Уфы. Если Шлиман открыл Трою, то Мажитов — Уфу.
Нияз Абдулхакович Мажитов, академик Академии наук Республики Башкортостан, доктор исторических наук, профессор, первооткрыватель Турбаслинской археологической культуры, к коей относится городище Уфа-2. Крепостная стена нашего памятника имеет зигзагообразную форму. Да. Это тоже очень оригинальная форма. Да. Другую особенность нашего памятника составляет широкое использование при сооружении крепостной стены, да, глинистых растворов опалубка. Стереотипные представления о средневековом Башкортостане как территории кочевых племен без признаков цивилизации мешают объективному восприятию данных арабских и западноевропейских источников о башкирских городах. Эти представления обществу навязаны. Так вот, ограниченность представлений историков на то, что, скажем, степные пространства и сибирские пространства, идущие дальше к востоку, это кочевое пространство, это наследие, я бы сказал, еще мифологического сознания древности и средневековья. То есть, простите, невежество в отношении реально существовавших исторических условий. Вот. И если мы от этого средневекового невежества не можем отойти, ну, это значит просто, что профессиональный уровень наш недостаточен. Вы правильно говорите. На всем этом пространстве, включая Центральную Азию, мы везде знаем историю городской цивилизации. Самым ценным из письменных источников для истории Башкортостана является сочинение арабского географа XII века Мухаммада Аль-Идриси. Он пишет: что касается городов внешних башкир, то среди них можно назвать Карукия, Намджан и Гурхан. Это густонаселенные и полностью обеспечивающие себя города. Торговля и ремесло там развиты в той мере, которая достаточна для них. Одни из них приходят в землю других и получают из соседних стран то, в чем они нуждаются. Это плодородная страна, в которой много травы и скота. Какой из названных городов мог соответствовать Уфе, пока не совсем ясно. Тем не менее, их упоминание в ином свете представляет нашему взору открытие, сделанное при раскопках городища Уфа-2. Сам факт упоминания средневековыми авторами башкирских городов дезавуирует стереотипы, существующие, что называется, по умолчанию. Многометровые культурные отложения, свидетельствующие о многовековой непрерывной жизнедеятельности стационарного поселения, а также мощная фортификация, заставили ученых по-иному взглянуть на статус древнего городища. Если говорить о городище Уфа-2, это прежде всего монументальная архитектура. Как фортификационная, так, видимо, и не только. А вот, насколько я понимаю, в раскоп пока не попали какие-то административные монументальные постройки. Но не факт, что их не было в городе, исходя из, вот опять можно сказать, косвенных признаков. Очень мощная система обороны. Глинобитная стена, вот зигзагообразная, с глубоким и также прекрасно спланированным рвом. Плюс существование за этой линией фортификации снаружи больших могильников, погребенные в котором люди были снабжены драгоценностью. Это не сельская картина, как вы понимаете. Деревянные мостовые, обнаруженные в ходе раскопок, стали полной неожиданностью для ученых и дали новый импульс их дискурсу. Вот с первого года, увидев эту монументальную архитектуру и такую сложность сложения самого культурных отложений, я, конечно, все равно никак не мог ожидать, что в этом городе пойдет правильная уличная планировка, квартальная, по-видимому, потому что те уличные мощения, настилы, которые вот археологически открыты сейчас на очень большой площади в археологическом, как вы понимаете, понимании, потому что не везде они уцелели, и они открыты не для одного периода существования. И эти уличные настилы помогают эти улицы увидеть планиграфически. И я надеюсь, что будет так или иначе с определенным, конечно, допуском предположения, но будет получена
планировка, возможная планировка на основе раскопанной части города в целом. А эта планировка была правильной, ибо эти настилы показывают, что улицы пересекались под прямым углом. А правильная планировка – это проект, это работа архитектора. На территории древней Уфы процветала черная и цветная металлургия. На городище обнаружены контуры древних печей, слитки бронзы, а также большое количество тиглей, емкостей для плавки металла. Данные археологии, свидетельствующие о развитой металлургии древней Уфы, хорошо коррелируются с данными сочинения Аль-Идриси. Намджан – маленький город с городской застройкой, которым владеет муж тюркского племени, и власть переходит от отца к сыну, а затем к сыну сына, и власть остается у них из-за их хорошего правления и милостивого отношения к простому народу. Этот город расположен на берегу реки, именуемой Сукан. На восток от этого города находится гора Арджика. Там есть медные копи, на которых работают более 1000 человек. К сожалению, город Намджан на карте не отмечен, и, судя по его описанию, он не мог соответствовать Уфе. Но рассказ о нем интересен тем, что рисует нам тип южноуральского города эпохи Средневековья. По всей вероятности, Намджан находился в бассейне одного из притоков реки Урал. Что касается самого городища Уфа-2, то, судя по данным археологии, там также процветала металлургия, но были и особенности, связанные с его столичным статусом. Я бы сейчас, исходя из ваших слов, подчеркнул такую особенность, которая опять характеризует этот памятник как город. А именно наличие ремесленного производства. Не только там есть вот металлургические комплексы открытые, есть бронзолитейные такие следы наличия бронзолитейного производства, несомненные следы. Но самое главное, что сюда не только приходили драгоценности, там, караванным или посольским путем, или каким-то иным, мы не можем пока конкретно сказать, но и вот эта местная золотоделательная мастерская, она не то что ювелирная, она просто работала даже, я бы сказал, с массивным золотом. Вот эти еще не успевшие в силу каких-то обстоятельств быть использованы золотые проволоки, так это мы говорим проволока, а ведь это же стержни. Ну, едва ли не в пальца толщиной. То есть золото туда поступало как сырье для дальнейшего использования местными мастерами, специализированное, высокоспециализированное ремесло, которое вот было связано даже с обработкой больших объемов золота. Были ли это заказы, государственные ли заказы? Были ли это необходимость снабдить, как мы всегда думаем, сначала знать, или международную торговлю, поддержать с этой стороны привлекательными изделиями? Идриси сообщает о городе Намджан и другие сведения. Там добывают много меди, которую отправляют в Хорезм и другие города страны Шаш и соседние страны Гузов. Караванной дорогой добытая медь отправлялась в страны Средней Азии, Хорезм и Шаш, то есть в современный Ташкент. На одной из карт каталонского атласа, к рассмотрению которого мы вернемся ниже, один из маршрутов караванной торговли уходит из страны Башкир куда-то на восток. И здесь вот показано, вот через Южный Урал проходит торговый караванный путь в Центральную Азию и, очевидно, в Китай, может быть. Из этого города также вывозят шкурки лисицы и бобра по реке в море Аль-Хазар и продают их на берегах моря Аль-Хазар и в Дейлеме за высокую цену. Упомянутое море Аль-Хазар – это Каспий, а область Дейлем, в которой сбывалась пушнина из Башкирии, это нынешняя провинция Мазендаран в Иране. Таким образом, намджанские купцы пересекали Каспийское море и достигали его южного побережья. Смотрите, какое активное внедрение башкир в цивилизованный мир 9, 10, 12 веков этого времени. Идриси говорит, арабские авторы говорят о городах. Там четко сказано города. Города такие-то. Города управляются ханами.
Далее Идриси приводит сведения о морской торговле жителей Намджана, которые не оставляют сомнений относительно его географического положения. В этом городе производят также гончарные изделия и горшки превосходного качества, которые долго служат. На берегах этой реки есть разные виды ценных цветных камней. Там также много камня лазурита, а еще в этой реке есть разные виды рыбы. Там есть огромные рыбы, которые не поддаются описанию и превосходят пределы того, о чем можно сказать. Жители города Намджан ловят эту рыбу, применяя небольшие ухищрения с неимоверной легкостью. Они ловят ее довольно много и живут этим. Большую ее часть они солят и доставляют на свои корабли, которые затем выходят в Хазарское море. Они идут по этому морю, держась берега, и попадают в город Итиль и другие города, где они ее продают и пользуются ею. Как следует из текста, жители Намджана освоили речной путь из Башкир в Хазары. Спускаясь на судах вниз по реке Урал, они выходили в акваторию Каспийского моря. Затем, следуя вдоль его побережья в западном направлении, они достигали дельты Волги, поднимались вверх по реке и достигали столицы Хазарии, города Итиль. Там они сбывали драгоценные камни, пушнину и соленую осетрину. Как видим, Идриси оставил нам ценнейшие сведения о башкирском городе Намджан, о занятиях его обитателей. Однако этот город не имеет отношения к городищу Уфа-2. Уфе, судя по карте, более всего соответствует город Карукия. Город Карукия находился недалеко от впадения в реку Атил, то есть Белую, ее правого притока, напоминающего по очертаниям Уфимку, Карайдель. Правда, нужно отметить, что ассоциируемый с Уфой город Карукия ошибочно помещен на левом берегу Белой, а не на правом, что весьма простительно для автора, никогда не бывавшего в Башкортостане. Идриси пишет: «Карукия – красивый город, состоящий из деревянных домов и войлочных палаток. Булгары совершают на них постоянные набеги. Расстояние между ними 16 переходов, и между ними происходят непрекращающиеся войны». Если взять за дневной переход расстояние в 40 километров, то длина пути между городом Карукия и булгарами будет соответствовать 640 километрам, что близко к расстоянию между Уфой и Булгаром. Таким образом, с определенной долей вероятности можно утверждать, что археологический памятник Уфа-2 соответствует городу Карукия, описанному в сочинении Аль-Идриси. В эпоху Золотой Орды, объединившей просторы Восточной Европы в единое централизованное государство, путешествия по ее территории стали более массовым явлением, чем в предыдущие века. Эпоха Золотой Орды в археологии Уфы отразилась в большом количестве серебряных монет. В Батыево царство стекались купцы со всего мира, а генуэзские негацианты имели в Орде множество торговых факторий. Вероятно, именно их сведениям, дорожникам и картографическим зарисовкам обязано появление карты венецианцев братьев Пиццигани, составленной в 1367 году. На ней показан пунсон города Пашкерти к юго-востоку от реки Кама. Вот мы получили копию каталонской карты, каталонский атлас 1375 года. Нам любезно представили копию этой карты специалисты из Института восточных рукописей Санкт-Петербурга. Да. И на этой карте четко обозначен город Башкирти. Да. На берегу восточного рукава Волги, соответствующего руслу Камы и Белой, нарисован пунсон того же самого города. Таким образом, независимо друг от друга, каталонский атлас и венецианская карта в числе различных городов Золотой Орды знают и Пашкерти. На испанских картах XIV века стоит этот город. Вот вам степень международной осведомленности о нем. А ведь эта осведомленность рождается только активной жизнью, которую ведут горожане прежде всего, но и та страна, которая обладает такими центрами. Понятно, что здесь система управления, она одним городом не ограничивалась. И такие довольно далекие, они действительно далекие, торговые отношения, которые выясняет археология, совершенно несомненные, они же являются, по-современному говоря,
частью международной политики стран того времени. Ни один караван не пойдет, как вы понимаете, если у него нет уверенности не только в том, что он свой товар приведет и продаст, но что еще живым обратно вернется со своей прибылью. Если на картах братьев Пицигани и каталонского атласа географическое положение Пашкертии довольно неопределенно, то данные известного фламандского картографа Герарда Меркатора не оставляют никаких сомнений в этом вопросе. Меркатор работал над созданием этой карты более 40 лет, около 40 лет на протяжении своей жизни. Поэтому карта, где указана Уфа, вот эта карта, она была на самом деле составлена в 1554 году. То есть до русской крепости, в общем-то, на месте, где находится современная Уфа. Итак, на карте Меркатора, составленной в 1554 году, на Уфимском полуострове между устьем реки Уфы и течением Белой показан тот же самый город Пашкерти. Таким образом, данные арабской географии и западноевропейской картографии определенно говорят в пользу реальности того города, который располагался на месте городища Уфа-2. В данном случае городище, которое мы обсуждаем, счастливое исключение, потому что оно окружено и письменными свидетельствами разного времени, картографическими свидетельствами, и устной традицией фольклорной, народной. Но мы бы не говорили никогда, что он перевернул наши исторические представления, не будь у археологии одной особенности. Археология не только дополняет письменные источники какой-то бытовой житейской конкретикой, но только археология может письменный источник и исправить, и опровергнуть, а письменный источник не имеет возможности не исправить археологический материал, тем более его опровергнуть. И вот сейчас мы как раз видим такую ситуацию. Это мы, как историки, должны менять свои представления, встретив этот памятник, а не подставлять этот памятник под известные нашей науке взгляды. Все. Взгляды историков беззащитны перед этим городищем. Но вернемся туда, откуда начали. Расцвет городища Уфа-2 начинается с появления так называемой турбаслинской культуры, происхождение которой связывается с приходом воинственных племен из южных степей. Академик Мажитов считает их выходцами из Средней Азии, вероятно, государства Кангар. Название государства Канг или Кангар соответствует названию Кангюй китайских источников. Потомками кангаров являются башкирский род Канглы. Однако существуют и иные точки зрения. Интересным является то, что в погребальном обряде турбослов и праболгары Северного Кавказа, Приазовья, вообще Северное Причерноморье в самом широком смысле, прослеживают такие элементы сходства, которые как бы указывают на прямое, может быть, даже и генетическое родство. Булгары на территории Южного Урала не зафиксированы источниками. Зато здесь издревле обитал башкирский род Бурзян или Бурджан, который в древности представлял собой одно из булгарских подразделений. Не случайно арабские источники дунайских булгар именовали бурджанами. Чисто гипотетически, конечно, это возможно, но, к сожалению, мы не имеем тот материал, который связан с буржанами на Кавказе. Если такие аналогии найдутся, то мы найдем точку опоры, с которой можно двигаться в доказательстве этой гипотезы. По мнению археологов, музей-заповедник Старая Уфа должен носить концептуальный характер, то есть не повторять известные всем образцы музейного краеведения. То, что это будет концептуальный музей, это, мне кажется, уже непреложно. И второе, то, что в этом музее будут какие-то открытые площадки с раскопками археологическими, мне кажется, тоже непреложно. В создании его проекта должен быть задействован опыт в первую очередь самих археологов, чьим энтузиазмом и многолетними трудами воссоздана не только древняя история Уфы, но и прошлое Южного Урала, начиная с эпохи раннего Средневековья. И я очень надеюсь, что такой великий памятник, как вот городище,
который в центре Уфы современной стоит, что это создаст большой импульс к развитию башкирской археологии. И я также с глубоким уважением преклоняюсь перед решением, скажем, президента, с которым меня ознакомили. Потому что, вы знаете, всю развитие человеческой цивилизации все всегда надеялись на то, что власть будет мудрой. Перед нами пример мудрого поступка. В разные отрезки времени территория нашего города носила разные названия – Караукия, Башкорт, Уфа. Однако сведения письменных источников так и остались бы суммой безжизненной информации, если бы не имели своего подтверждения в археологии. Именно совпадение данных истории, географии и археологии сделало возможным возвращение древней Уфы.